Гордая дочь таджикского народа Манижа. Именно так назвали ее Евгений Маргулис. Девушка выросла на этнической таджикской музыке Мухаддас Набиевой и Наргиз Бадишоевой. Отголоски этой музыки слышны и в песнях самой Манижи. Родилась Манижа Сангин, рождение Хамраева, Душанбе, в мусульманской семье. Дедушка – известный писатель в Таджикистане. Прабабушка первой сняла в Таджикистане паранджи. Отец был против серьезного увлечения Манижи музыкой. В семье у Манижи 5 сестер и братьев. Все они успешные люди. После событий 1994 года в Таджикистане и потери там дома, самой семье пришлось перебраться в Москву, где маме трудно приходилось с 5 детьми. С отцом Манижа она в разводе. Манижа благодарна своей маме, которая поддерживает и помогает ей во всех начинающих, выступая в разных постах. Мама директор, мама продюсер, мама дизайнер, мама психиатр, строитель, физик, техник, ядерщик, мама женщина мира. Так говорит о ней Манижа. Но огромное влияние на музыкальном воспитании на Манижу оказала ее бабушка. Она меня научила всему. Для меня бабушка главная женщина в жизни. Может, поэтому она взяла фамилию бабушки Сангин. Несмотря на любовь к музыке, Манижа не имеет диплома о музыкальном образовании. В копилке у нее диплом факультета психологии Московского гуманитарного университета. Начала петь Манижа с 12 лет. Она победительница всевозможных конкурсов. Что профессиональному вокалу ее учила сама Татьяна Анциферова. Исполнительница песни «Всегда быть рядом не могут люди» из кинофильма 31 июня. А с 15 лет Манижа стала выступать под именем Руколла. Это было «Дан времени». Как она сама говорит, на русском радио сказали, что с именем Манижа нужно петь восточные песни. Меняйте имя, и тогда вы будете на русском радио. Манижа поменяла внешность, и названия ее песни стали исполняться на различных радиостанциях. В первом ее клипе на песню «Пренебрегаю» сняла Семен Слепаков. Потом был финал конкурса «5 звезд» в Сочи. Под именем Рукола исполнительница проработала до 2012 год. Затем была работа и занятия по вокалу в Лондоне и Нью-Йорке. Выступление на разогреве у певицы Лан Дель Рей уже под именем Манижа. Все это время она прекращала писать и исполнять свои песни. Манижа говорит, что ее творческая жизнь началась с квартирников. В ее жизни были и выступления и в метро, и на Арбате. Особую популярность принесли ее видео-коллажи в Инстаграм. Приход Манижи к Маргулису говорит о явной популярности певицы, музыканта, автора, исполнителя своих песен у молодежи и профессиональных музыкантов, каким является и сам Маргулис. Он стал в последние годы своеобразным глотком хорошей, качественной музыки, неформатной для различных радиостанций и телевизионных каналов. Будучи любителем квартирников, у Маргулиса впервые услышала ее именно у него. Меня эта девушка впечатлила своим голосом, хорошим музыкальным вкусом, свойственной только ей особую манеру исполнения качественно стильно. Невероятно энергетика проникает через экран. Этому прибавьте красивый тембр голоса и самобытность. Кто-то назвал ее шаманкой, потому что она ворожит с помощью своей музыки и голоса.
На квартирнике талантливая исполнительница показала репертуар от мировых хитов. Хитов до песен собственного сочинения. Дорогие зрители, Манижа является сейчас очень популярная. Кто не знает, ее видео и клипы на YouTube очень много. Вы можете найти ее на YouTube. И пишите в комментариях, что вы думаете об этом. Она выиграла Евровидение 2001 года. Она именно от имени России она поехала туда выступать. Ставьте лайк, пишите в комментариях.